Сегодня таблички, а скоро целые суда. На Зеленодольском заводе Горького праздник. Здесь закладывают новые катера для акватории северных морей. В цехе все, кто будут их строить. Среди них и Сухроб Милибаев. Признается, уже не терпится увидеть результат. Испытываю большую гордость за создание таких кораблей. И всего у нас будет около 200 человек стараться над этим судном. Корабли будут хорошие. Пока это только первые корпуса, но уже в готовом виде судна будут иметь длину 35 метров, ширину 10 и смогут развивать скорость до 12 узлов. Это примерно 25 километров в час. Небольшие юркие, для их управления нужна команда из 14 человек. Судно для обслуживания навигационного оборудования. Их назовут в честь академиков транспорта Александр Парфенов и Всеволод Пересыпкин. Для завода это новый этап. Он впервые получил гражданский, а не оборонный госзаказ. Это вот подспорье конкретно нашему заводу, чтобы у нас была загрузка, соответственно, чтобы у нас была, в принципе, нормальная заработная плата, стабильная ситуация, в принципе, на заводе. Поэтому нам очень важно конкретно вот эти два лосмейских судна. Это, опять-таки, вспоминание о наших компетенциях, в принципе, опять-таки, наработка навыков, которые именно касаются судов, которые будут работать вот в таких широтах. Лацмейстерским суднам присвоен 3-й ледовый класс, то есть они смогут сбивать полуметровый слой льда. 7-метровые волны тоже не проблема. То есть свои функции катера смогут выполнять, невзирая на любые погодные условия. Они строятся по федеральному проекту «Северный морской путь». Часто это очень важная задача перед нами по освоению Арктики. Программа госкорпорации «Росатом» по обновлению нашего флота, предприятия, планируется постройка 5 судов и модернизация, глубокая модернизация 3 действующих судов. Бороздить морские просторы судно отправится в 2021 году. Рамиль Галиуллин, Вадим Ларионов, ТНВ, Зеленодольский район. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.